Hi, my name is Nilufar and welcome to American Space Dushanbe. Многие знают, это программа изучения английского языка, которая поддерживается посольством Америки в Таджикистане. И эта программа помогла мне изучить английский язык. И после этого английский был уже важной частью моей жизни. Я смотрела фильмы на английском, изучала книги. В программе ЮГРАД университет выбирает сама программа, то есть у студентов нет возможности самим выбирать, где учиться. Единственное, что мы знаем, что мы будем по своему направлению продолжать изучать что-то в американском кампусе. Там находится очень хороший, хорошо оснащенный кампус Калифорнийского университета. Это сеть университетов штата Калифорнии. Он очень хороший вуз. Там я изучала политологию. Это было неким продолжением того, что я уже изучала здесь, в Таджикистане. Я всегда интересовалась политологией. У меня к тому моменту уже было серебро Олимпиады в Таджикистане. И мне было уже интересно понять политологию с точки зрения американской политики, американских мыслителей и так далее. В университете мне повезло, я попала в классы очень интересных профессоров. Я изучала один курс заново международные отношения, опять же, с точки зрения Америки. Я заново проходила, углублялась в теорию. Я также очень тесно изучала американскую политику, из чего состоит их внутренняя политика, какая связь у нее с внешней политикой. И таким образом я с одной стороны развивала себя с научной части, а с другой я также уделяла очень много времени на изучение культуры Америки. Я была частью многих кружков и клубов внутри университета. У меня даже была возможность посетить другой кампус этого же универа в другом городе в рамках моего клуба по политической этике. Самое интересное в американской системе образования было для меня наличие огромного количества времени дискуссий. У нас в аудитории сидели где-то 100-120 человек. Все выражали свое мнение. Я была поражена очень приятно тем, насколько критическое мышление развито у молодежи в Америке. У каждого есть свое мнение, у них есть аргументы в поддержку своего мнения, чего мне здесь сильно не хватало. У нас здесь немножечко было сложно с плюрализмом мнений, когда я изучала международные отношения. А там, благодаря именно этим дискуссиям, я поняла, что, например, на одну проблему можно смотреть с разных сторон и по-разному оценить уровень реализации решений в рамках этих проблем. Это было самое интересное. Второе, с какой особенной любовью профессора подходили к каждому студенту и к домашним заданиям, которые нам давали. Это были интересные практические задания, это были групповые работы. Благодаря такой среде я за семестр смогла действительно повысить свои знания в области международных отношений. Мне было очень тяжело, я для себя выбрала достаточно тяжелые курсы по уровню, я изучала сложные предметы, но мне давали понять мои друзья, что это будет сложно пару недель, потом я привыкну к этому темпу, и мне будет намного легче. Поэтому первый месяц я достаточно сильно поработала над тем, чтобы просто понимать все, как работает, а потом уже остальное время я имела больше свободного времени на какие-то культурные программы, на поездки и на изучение американской культуры. Мне повезло, что я попала в Калифорнию.
В Калифорнии очень хорошо развиты сети для путешествий, то есть можно взять автобус и съездить в другой город. Благодаря этому мы с моими друзьями смогли посетить все крупные города. Также в рамках Global YouGrad проходил саммит в Вашингтоне, где собирались все участники программы YouGrad. Это больше 200 человек с разных стран мира. И мне было очень приятно, я, наверное, до конца жизни это запомню, как мы в одном большом холле собирались представители всех стран мира и показывали свою культуру. Наша делегация, мы представили танец от Таджикистана, и я запомнила все выступления других участников. Я 2 года отвечала за часть инноваций. Это развитие STEM-образования, наука, технологии, инженерия, математика. А уже вот последние 2 года, в 2021 году, мне предложили работать директором American Space Душанбе. И сейчас я веду организацию, свою команду, а также мы из Душанбе ведем национальные проекты American Spaces по всей стране. Это такой большой коворкинг, где каждый день есть программы для развития навыков. Это и софт-скиллы, и хард-скиллы, а также просто возможность пообщаться на английском с носителями языка и улучшить вот свои знания. То есть это такой хаб, где все могут найти для себя что-то интересное или прийти с конкретным скиллом, за конкретным скиллом и его получить. Я очень хочу, чтобы мы улучшили возможности в рамках American Spaces. Это одни из самых устойчивых организаций по всей стране, и я бы очень хотела, чтобы мы расширили пул наших партнеров. Потом я также хочу получить степень магистратуры по направлению образования и именно лидерства в сфере образования. Я бы очень хотела поработать на правительство, стараться поддерживать те законы, те инструменты, которые помогут улучшить среду образовательную в стране, и чтобы мы могли готовить довольно-таки сильных кадров, умных кадров и экспортировать в мир достойные кадры, которые могут быть полезными не только здесь внутри, но и за рубежом.